уже на главной странице сайта. В принципе, сейчас, ну, наверное, уже все устали, но будет домашнее задание, наверное. Илья Иванович, мы с учетом этого тоже что-нибудь придумаем. Вот Ольга Юрьевна как раз зарегистрировалась. И еще, она дистанционно, Раиса Максимова, почему-то она не участвует с нами в этом году. И она зарегистрировалась. А Пунгина зарегистрировалась там в высшее образование, наверное, свой курс будет делать. Значит, на самом деле это могут. И когда вы зарегистрировались, эта система частично интегрирована с GISEO, то есть можно вот при входе здесь использовать логин и пароль от GISEO. В частности, я захожу через GISEO. Но, когда вы зайдете через GISEO, вы должны все-таки там подтвердить свою запись, то есть надо в личном кабинете ввести адрес электронной почты, и после этого, когда вам придет письмо на электронную почту, подтвердить, что вы зарегистрированы на этом сайте. После этого, сейчас я покажу, регистрируетесь, как обычно, там есть кнопочка «Зарегистрироваться». Создать, да? Да, создать учетную запись. Кто модерирует это не автоматически? Ну, как бы модерируем мы. Нет, ну не автоматически регистрация происходит. Ну, потом, если вы учитель, вы подаете заявку, и мы делаем вас учителем в тот курс, сейчас я покажу, где это, в тот курс, который вы хотите. Ну, сейчас как бы, все-таки мы хотим, чтобы портал более-менее заработал, хотя по положению о портале, которое утверждено нашим приказом, материалы на этом сайте должны все-таки проходить какую-то экспертизу. Вот. Поэтому, но пока вот как бы надо его популяризировать. На самом деле уже есть там материалы, в том числе и для детей. Центр дистанционного обучения у нас активно работает. Так, почему-то я не зашел. Центр, да. 4, 6 человек зашли. Ну, уже сейчас, Саша, может ты сядешь там, если кто подаст заявку вот за этот компьютер, там моя почта открыта. Нет, перейди сюда вот ближе. Вчера по-другому было, самостоятельная запись учащихся появилась. Значит, учащимся тоже не надо самостоятельно записываться, они заходят через GISEO. У учащихся может возникнуть проблема с электронной почтой. То есть, предположим, не у всех учащихся есть электронная почта. Здесь решение вопросов два. Либо учитель им создает электронную почту, что не есть совсем хорошо. Мы рекомендуем, чтобы вместе с родителями учащиеся создали свою электронную почту. Первое, это будет под контролем родителей. Ну и третий вариант, это использовать родительскую электронную почту, что тоже не есть совсем хорошо. То есть до 13 лет, на Гугле с 13 лет можно создавать почту, да? То есть вот вариант до 13 лет, это все-таки электронная почта, созданная совместно с родителями. Они заходят тоже под учеткой GISEO, добавляют в личном кабинете свою почту и уже полноценно могут регистрироваться на этом сайте. А вы уже, как учитель, их добавляете в свои дистанционные курсы, которые вы создадите. А мы вчера должны были зарегистрироваться? Да, вы должны были зарегистрироваться. И сейчас я покажу. Сейчас я зайду. И подать заявку вот на тот курс. Но я бы и так понял, если бы вы курс не прописали, я бы понял, Там что написано было, это... что вы не можете подать заявку. Значит, смотрите, сейчас я переключусь к роли, например, переключусь к роли учителя. И вот на главной странице, если прокрутить в самый низ, вот она, электронная заявка на получение прав учителя. Вот здесь вы заполняете. Заполняете эту заявку гугловскую, мы ее видим, и я вас записываю на вот этот курс. А сейчас вот там Александр, сейчас если кто-то подаст еще заявку, сейчас он быстренько вас на этот курс запишет. После этого, ну, сегодня вот мы хотели создать с вами два элемента в Moodle. Это лекцию
где будет небольшой, поэтому я и писал, возьмите какой-нибудь теоретический материал, это будет лекция, и это будет какое-нибудь одно задание к лекции. То есть после лекции ученик должен выполнить задание. Отдельные два элемента мудловских будут. Хотя лекция предполагает, в лекции есть возможность создавать задания или вопросы прямо по окончании лекции. То есть такой вариант есть, что после лекции может быть сразу вопрос. Более того, если лекцию разбить на некоторые такие небольшие кусочки, параграфы, будем говорить так, да, небольшие, потому что большой объем тоже, вы понимаете, трудно воспринимается детьми. И после каждого параграфа можно задавать по два вопроса. Один к этому параграфу, а второй к предыдущему. Если он не отвечает на какой-либо вопрос, он обратно возвращается на этот параграф. Не ответил на второй вопрос, он возвращается вообще на предыдущий параграф. То есть к первому параграфу один вопрос, а ко всем остальным по два вопроса. К предыдущему и к предпредыдущему. Так можно лекцию делать, такие возможности есть. Ну, мы предполагали сегодня просто лекция и задание. Вы делаете вот два элемента, дома можете попробовать сделать все-таки эти... Обоснование, что написать, кем рекомендую Не понял? В анкете есть вопросы. Итак, мы заходим в образование. После того, как вы получите роль учителя, вот я уже сказал, что есть курсы для учащихся, которые в принципе, это, видите, единая система дистанционного обучения Республики Коми. Уже созданные здесь курсы вы можете использовать. Мы будем, эти курсы, в частности по истории есть, эти курсы были созданы в 2011 году в рамках проекта образования, того еще проекта, и делали его педагоги Республиканского центра дистанционного обучения. Вот. После этого они отдали республике эти курсы, поскольку за это были заплачены деньги, да, и пользовались малокомплектной школы. С 2011 года у нас был проект по обучению детей малокомплектных школ. Было в муниципалитетах 8 базовых школ, и к ним были прикреплены малокомплектные школы, где не было педагогов. На сегодняшний день этот проект передан в Центр дистанционного обучения, и, в общем-то, они курируют этот вопрос. И действительно там и на сегодняшний день в некоторых малокомплектных школах нет учителей, и учителя Центра дистанционного обучения ведут уроки, в том числе с этой системой. Вот по истории хорошие курсы были, по биологии, но, к сожалению, мы при переходе со старой системы биологию пока не перекинули. Вот на следующий год она будет нужна. Уже, видать, где-то нет учителя биологии, и мы будем... перекинем тоже биологию сюда. И вот если зайти для учащихся, потом учителя Центра дистанционного обучения сейчас сделали хорошие курсы это тоже один из проектов, для малокомплектных школ, вот за страницами учебника, для подготовки к ЕГЭ. В принципе, вы тоже можете это использовать. То есть вы посмотрите, что там есть, да? Можете подать нам заявку, ну вот не знаю, в качестве учителя, как тут быть. Посмотрим. Не пускает, как учитель не пускает. Не пускает, да? Так, то есть вот тоже создано для подготовки к ЕГЭ. Дальше, вот я уже сказал, история создана. Но с историей тут у нас некоторые проблемы. При переносе потерялись картинки. Поэтому по истории, вот видите, история 1 это мы восстанавливали. И там еще где-то есть история. Вот, по информатике это тоже пытались сделать по подготовке к ЕГЭ к информатике, но тоже пока пустой курс. Значит, здесь мы уже использовали этот сайт для повышения квалификации учителей. И в прошлом году у нас был проект по обучению учителей, преподающих русский язык. Вот как раз дистанционное обучение, они проходили у нас как раз вот здесь. В закладочке методические материалы, по-моему, есть какие-то вот методические материалы по Moodle. Можете взять, по-моему, здесь доступ открыт. По-моему, здесь доступ открыт. В том числе есть, конечно, и сам курс по Moodle. Честно говоря, сейчас не помню, вот адресное повышение квалификации по русскому языку.
И вот, не знаю, открыт ли доступ к этому курсу, но на самом деле этот курс у нас платный. Поэтому должен быть закрыт, сейчас точно не помню. Наша задача была пойти вот сюда, тестовая площадка, и пойти вот в этот курс. Мастер-класс по использованию ресурсов из открытых источников. Ну, про открытые источники Александр Михайлович чуть меня дополнит. А наше задание, надо было зайти вот в закладочку «Проба». Так, ага. Так, Саш, почему у меня не заходит? В пробу. Я понял. Включаем вот режим редактирования. И здесь мы теперь можем добавлять элементы или ресурсы. Добавлять элементы или ресурсы. На самом деле у Moodle много элементов и есть ресурсы. Много ресурсов чуть ниже. Вот смотрите, и анкета, и база данных, и вики-страницы, и глоссарий. Вот задание, которое мы должны были сегодня сделать, и вот лекция, о которой я говорил. Обратная связь, опрос. То есть достаточно много всевозможных ресурсов, практически все то, что вы используете на уроках, можно использовать в системе дистанционного обучения. И ресурсы тоже здесь, и гиперссылки на любой ресурс, и, ну, в общем, вот такое вот здесь. Мы выбираем лекцию, в частности, есть описание, что такое лекция, и говорим «добавить». Ну, название лекции, у кого есть доступ, уже можно взять, например, по своей фамилии, да, название лекции. Ну, аналогично там и задание можно сделать. Здесь идет описание, о чем эта лекция. Фактически то же самое, что мы делали что вы делали уже или смотрели на Azi Travel. То есть фактически то же самое. Дальше опубликовать, не опубликовать описание. И здесь есть куча настроек, в том числе и внешний вид. Может быть, на первоначальном этапе не стоит ходить в эти настройки, не стоит в них ходить. То есть принять все настройки по умолчанию. Но если вы хотите какую-то настройку все-таки изменить, у любой настройки есть вот значок вопроса, и вы можете прочитать, о чем это все будет. Итак, сохранить и вернуться к курсу. Вот она, наша лекция создана. И я захожу уже в саму лекцию. Набираю кнопку «Редактировать». Добавить страницу с вопросом можно. И уже добавляем саму лекцию. То есть здесь будет заголовок. Например, там, о чем лекция у вас, или параграф 1 такой-то, и содержание, которое мы можем, в принципе, брать и копировать из вордовского документа. Визуальный редактор, то есть можно использовать визуальный редактор и кое-что здесь еще подредактировать. Вот. И мы взяли лекцию с вопросом, поэтому может быть еще и здесь же использовать какой-то вопрос. Сохранить страницу. И вернуться обратно в лекцию. Мы можем ее просмотреть. Развернуто, свернуто.
Сейчас мне надо с ролью, наверное, ну, в принципе, можно и так. Под ролью ученика зайти, да? Переключиться к роли учащийся. Что-то я, наверное, не сохранил. Саш, ты не наблюдал? Не готова к просмотру. Я туда не вижу, что происходит. Ага, ясно. Так, ну вот это элемент лекция. Так, редактировать. Или я ее вообще не сохранил? Я, по-моему, ее не сохранил. Добавить страницу. Какая версия можно использовать? Ну, здесь одна из последних. Саш, 3, сколько? Версия Moodle. 3.6.2 или, в общем, одна из самых последних, летом обновляли буквально. Нет, модуля координации отдельного нет у нас. Да, ну, совсем. Я просто это смотрел, надо главное. И также в режиме редактирования мы можем добавить после лекции элемент задания. Элемент задания. Тоже по каждому элементу и по каждому этому есть описание. То есть название задания, описание, можно прицепить файлы. И здесь важно, в каком виде вы будете принимать задание. Поэтому здесь типы отзывов. То есть это либо будет отзыв в виде комментария, ответ имеется в виду, в виде комментария, либо это будет ведомость с оценками. Так, стоп, это я не то, это отзывы учителя, а вот параметры ответа. Ну и ответы, да, в виде файла, либо в виде комментария. Ну и вот здесь еще важный элемент, во всех практически элементах он есть, это выполнение задания. То есть когда задание считается выполненным. Либо оно выполненным, просто он нажал на кнопку и просмотрел, выполнено. А есть задание, требующее оценки, когда студент должен получить оценку преподавателя. При этом элемент, когда мы смотрим элементы курса, возле элемента появляется галочка. Вот если сейчас напротив каждого элемента, вот видите, появляется галочка. Это отметка о выполнении задания. Поэтому вот на выходных сейчас, завтра у нас еще частично полдня будет занято. Сегодня вечером придете, заявочку подайте, мы вас подключим, и вы попробуете посоздавать свои курсы. Ну, а ближайшие, так сказать, у нас каникулы, лето, времени моря, лежа на пляже в Сочи или в Севастополе где-нибудь, используя планшетник, версия адаптирована под мобильную версию, возможность мобильно работать с мобильных устройств, поэтому вот
В перспективе у нас в октябре по плану предполагается традиционный уже конкурс по использованию КТ на уроках во время образовательного процесса. До сих пор мы брали, у нас Moodle был тоже, одна из номинаций была и в прошлом году, и в позапрошлом. И там в основном присылали презентации учителя, которые они используют на уроках. Но, как правило, во время этого конкурса презентации, это были обычные презентации. Вот таких каких-то интерактивных презентаций, о которых говорила Людмила вчера, да, Беляева, было достаточно мало. В этом году конкурс будет направлен в основном на разработку дистанционных курсов. Одна из целей — это все-таки наполнение этого портала. И, скорее всего, вот эти курсы будут размещаться здесь на портале. И вот как раз по этим разработкам мы будем проводить конкурс. Александр Михайлович Дронов, вот еще в дополнении, Саш, давай, значит, по интересным моментам, которые ты приготовил, по значкам и что можно вставлять вот в лекционный материал, Можно один вопрос? картинки, да. Насколько много можно подключить учащихся и кто видит эту работу? Да ради бога, сколько угодно, мы всю республику подключим. А вы будете То посмотреть? есть, Или как? Это то есть на Ну, сегодняшний мы день- как администраторы, конечно, будем там видеть все, но зачем нам это надо? То есть мы можем, скажем так, организовать, пригласить туда детей, они дистанционно занимаются, вы можете... Не мы вам права отдадим. Вы как учитель будете все делать, мы ничего делать не будем. Тогда можно сразу вопрос, есть ли здесь оценка обученности? То есть в Moodle старом там есть оценивание и шкала, а вот здесь я вот это не вижу сразу. Ну, здесь тоже, если настроить шкалу оценивания определенным образом, здесь тоже есть, то есть и тест может быть оценен автоматически, оценка может быть поставлена. То есть это вы все будете сами под себя настраивать. Мы единственное открываем доступ вам, и вы дальше сами все, как учителю. То есть вы в своем курсе делаете все, что угодно, добавляете, убавляете детей, делите их на классы. Система, я говорю, что уже система это республиканская, поэтому все в ваших руках. Единственное, мы, наверное, все-таки в дальнейшем будем требовать, чтобы ваш курс прошел какую-то экспертизу, ну хотя бы вашего методического совета. Возможно, мы подключим республиканские методические объединения, чтобы тоже по предметам эти курсы, чтобы там соответствовало в ГОСам, во-первых, да. Вот сейчас курсы по истории там достаточно хорошие, красивые, с отличным наполнением. Ну вот Светлана Валерьевна Юрова, в частности, делала их. И еще там девушки, учителя из Центра дистанционного обучения. То есть достаточно хорошее наполнение курсов есть. И в конкурсе, который был в прошлом году, вот они тоже там были в призерах, их работы. Конечно, как бы вот сейчас учителям уже тяжело соревноваться с Центром дистанционного обучения, которым на этом уже не одну эту съели, да. Они уже там почти профессионалы в этом деле, но тем не менее, я думаю, в Республике Коми найдутся еще у нас изюминки. Ну и, в общем-то, такой вот Moodle есть еще у технологического лицея. Если вы зайдете на их сайт, у них тоже там много достаточно разработанных курсов. И Андрей Темнов, забыл, нет, не Клонов, Темнов. Андрей Темнов, он уехал сейчас в Москву. Вот он там заведовал. И принцип был такой, курсы были тоже бесплатные. То есть учитель мог зарегистрироваться, он его также делал учителем, учитель добавлял своих детей, но ты мне, я тебе, ты должен был создать какой-нибудь тоже курс для всех. Вот мы хотим аналогично как бы такую политику проводим сейчас, что ты сделал свой курс, его используют все, кто желает, ну, соответственно, ты пользуешься другими. Если курс прошел сертификацию, возможно, ну не сертификацию, а если он да, прошел какую-то оценку, да? Возможно, что этот курс может быть наделен возможностью выдачи какого-то сертификата, если ребенок по нему получился. То есть я не говорю сейчас о детях учащихся, которые внутри учреждения, а о детях, которые, предположим,
из республики дистанционно обучаются и получают... Ну, смотрите, на нашем сайте дистанционного обучения КРИРО, distant.kriro.ru, где вы все, наверное, прошли курсы по медицинской подготовке, по противодействию, не все, значит, пройдете, значит, должны все пройти. Причем эти курсы бесплатные, посмотрите интернет, только у нас в КРИРО это бесплатные курсы с получением сертификата. Сертификат выдается автоматически, если вы ответите на тест по окончании этого курса. Поэтому элементарно это можно решить и сделать. Это можно сделать. Итак, я слово предоставляю Александру Михайловичу Дронову. Здравствуйте еще раз. Он начинал и, наверное, сегодня заканчивает. Да, это так и задумано. Так и задумано. Оставьте. Ну ясно. Он думает, что там в камере у него перевернется. Александр Михайлович много чего думает. Так, мне по пути задали вопросы, чем же эта система отличается от других дистанционных систем обучения на базе Moodle. Ну, мы просто настроили здесь систему получения опыта, когда учащиеся будут изучать лекции, проходить задания. У них вот здесь вот сбоку будет появляться их уровень. Ну, это такой элемент геймификации. А также есть возможность выдачи значков. Обучающиеся могут получить какую-то такую маленькую награду за то, что прошли, например, тяжелый тест. Вы можете самостоятельно указать, что при прохождении этого теста выдавать такую-то картинку с такой-то надписью. Ну и они, соответственно, будут получать их. Сегодня я предлагаю обсудить вопрос лицензии на медиа и где же брать картинки, музыку, видео для своих медиапроектов. Дело в том, что большинство учителей используют картинки, которые, например, просто находят в интернете. Им вот нужно для презентации показать пример природы. И они в Google вбивают «природа», картинку скачивают и вставляют. Но дело в том, что это на самом деле не совсем правильный способ. И картинки, скажем так, некоторые не являются бесплатными для использования. И за них нужно платить. Однако есть источники, где можно эти изображения или музыку получить бесплатно. Первая лекция на этом курсе – это как раз открытые источники фотографий. Я предлагаю вам ознакомиться с двумя ресурсами. Это Pixabay и Unsplash. Давайте сейчас перейдем. Pixabay работает и с русским языком, в принципе, то есть он умеет искать по-русски. Сейчас мы смотрим так. Ссылочки будут? Да, они находятся, ссылочки находятся в лекции. Вот здесь вот, который мы мастер-класс проходим как раз сейчас. Материалы самосбора были тоже. Ну, перекинем. Так, вот, Pixabay. Здесь очень много бесплатных изображений. Мы их используем при создании сайтов, конференций, наших мероприятий. Прямо в поисковую строку на Pixabay вбиваете. Да, Pixabay поддерживает русский язык. Вот, например, обучение. Все эти изображения можно использовать в своих проектах бесплатно. А ссылку надо в презентации делать? Нет, это лицензия Creative Commons Zero, то есть никаких вообще с вашей стороны атрибуций авторов не требуется. И когда мы скачиваем какую-нибудь картиночку, нам даже об этом сообщают. Указание авторства не требуется. Также есть ресурс, на котором чуть больше картинок, но он, к сожалению, поддерживает только английский язык. Unsplash. Он на самом деле выглядит точно так же поисковая строка. Точно так же нам выдаются картинки. Изображения у них частично совпадают. Внизу в этой лекции также перечислены полные
условия использования, если кто-то будет использовать, чтобы можно было ознакомиться. Вы можете в своих и коммерческих, и некоммерческих проектах это использовать, но только вы не можете эти картинки перепродавать без дополнительного контента. То есть, если вы просто скачали фотографию, распечатали ее как плакат и пытаетесь ее продать, то вы нарушаете закон. А если вдруг вы эту фотографию используете уже как какой-то комплексный коллаж, что вы ее переработали серьезно, что не она является объектом продажи, а ваша работа с этой фотографией, то пожалуйста. Так. Следующее. Открытые источники музыки. С музыкой та же самая ситуация. Посмотрим какие-нибудь любительские фильмы учителей, зачастую там играет что-нибудь наше известное, и это, естественно, не совсем законно. Подавать, например, на конкурс работу с нелицензионной музыкой тоже нежелательно. А если вы еще будете использовать нелицензионную музыку, например, заливать фильмы на YouTube, то ваш канал, на который вы заливаете, просто могут заблокировать. Для этого есть несколько источников. Я указал два весьма крупных. Это Free Music архив, наверное, один из самых знаменитых источников бесплатной музыки. К сожалению, не только на английском языке, но опять же Google переводчик нам поможет. Жанры. И вот мы по жанрам можем выбрать, что нам подходит, прослушать и скачать. Да, этот ресурс как раз сделан для того, чтобы вы могли скачать и использовать в проекте свои вот эти вот мелодии. Тут очень много музыки. То есть мы выбрали сейчас жанр фолк, и внизу мы видим, что мы находимся на первой странице из 787. Если подольше посидеть, то обязательно что-нибудь найдете. И можно сортировать, например, по самым интересным, по мнению пользователя. Если вдруг вам кажется, что вы ничего интересного не можете, сортируйте по самым интересным, но уже можете что-то и откопать. Жанров тут много. В принципе, подойдет для каждого проекта. Тоже и вот с вторым ресурсом. Мы точно так же можем прослушать и скачать. На нем чуть-чуть поменьше мелодий, но они более авторские. Тоже, то есть, может быть, вам что-то подойдет. Это же не Все тоже, да. По открытой лицензии вы можете использовать в своих коммерческих проектах, даже если вы вдруг сделали платное обучающее какое-то видео, на фоне эта музыка может играть. Ну, исполнители из России есть, но их, конечно, не так много, как из тех остальных стран, потому что это все-таки общемировой сайт. Вот Free Music архив, он всемирно известен. Но учитывая, что там для фолка 780 страниц. Так. Также хочу обратить ваше внимание, что существуют сайты, на которых можно скачать значки для использования, например, в презентациях. Если вы посмотрите какие-нибудь презентации нашего ректора, то там все в каких-то вот таких маленьких значочках, там рука пожимает руку, еще что-нибудь. Вот. Мы скачиваем эти значки с Flat.icon. У них уже лицензия Creative Commons 3, то есть требуется показать, кто автор, кто создал эту картинку. Но это достаточно указать, например, в конце презентации, у нас так и есть обычно, в конце презентации внизу строчечка маленькая есть, картинки созданы тем-то. Сайт только на английском. Так, сейчас. Но он позволяет находить авторов с интересными картинками и реализовывать свои проекты с изображениями в едином стиле. Вот мы, например, используем изображение, созданное Златко Нажденовски. Смотрите, какие аккуратненькие у него значки. Они есть в цветном, в цветной реализации, есть в черно-белой реализации. Мы используем
черно-белые значки. Они сразу же сгруппированы по тематикам. Что? Просто значки скачать. Значки, да, для презентации, например. Вот мы предпочитаем его значки. Они все очень такие однотипные. И если делать презентацию исключительно со значками этого автора, то она выглядит в едином стиле. Но вы можете найти кого-нибудь другого, своего любимого автора, и использовать его значки в презентациях. То есть вот. Вот как вчера там Лев показывал, тоже значки в одном стиле. Ну вот, то есть это как первый вариант. Если вдруг вы ориентируетесь больше на веб-проекты, то вам, наверное, будет интересен второй сайт. Фонд Awesome. Может быть, вы слышали. Это очень здоровский ресурс, который реализовал значки в виде шрифта, в виде букв. Мы сейчас перейдем в иконки. У них очень много тоже изображений, но они предлагают также и платные, то есть про-версию. Можно использовать бесплатные, можно использовать, но бесплатных очень много, поэтому... Бесплатно, которые выделили за платные которые. Вот, я сейчас наверху слева отметил только бесплатные. То есть это шрифт, можно скачать его и использовать, да, сказать? Ну, в принципе, теоретически можно, наверное, из клавиатуры, но если вы используете в своем проекте на компьютере, то вы можете скачать эту иконочку. То есть вот мы на нее перешли, например, на вот этот значок. Сейчас, секундочку. Вот, у нас есть возможность этот значок Вектор. да, скачать, но мы скачаем для использования на компьютере в формате SVG. А если вы вдруг собираетесь использовать на своем сайте или в своем приложении, то вы просто подключаете этот шрифт и обращаетесь через HTML-код. Ну, тут даже подключаем шрифт мы гиперссылкой, а используем просто через класс. То есть очень-очень просто это делается. Это совершенно никак не нагружает нашу систему. И много где используется, например, на ES2RK именно с помощью этого шрифта сделаны картиночки в этих разделах. Бога смотрится. Ну, немного весит, да? я не могу оценить, убого смотрится или не убого, но самое главное, что мы, когда создаем новую папку, нам не нужно откуда-то эти вещи разыскивать. Они уже тут встроены, и мы выбираем любой значок из этой системы. И его имя, только без фа там нужно, Comment Medical, например, вставляем в описание папки, и он сразу подхватывает его. Так, ну, вот так используйте в своих медиапродуктах лицензионные изображения, и музыку, и иконки. А на Pixabay, кстати, еще можно и видео брать, если что, лицензионные. И если у вас есть какие-то вопросы по поводу открытых источников, я могу попробовать на них ответить. Александр, можно вопрос? Как с формулами математическими? В каком плане? Ну, например, вот у меня на своем хостинге, развернут, я набираю порядка 500 вхождений, и я теряю возможность формулу вбивать. Мне приходится переустанавливать какие-то вещи. Ага, вы имеете в виду плагин Ну, как раз на... Андрей использовал, если, скажем, нотацию Латеха. Так, у нас тут стоят какие-то два плагина для формул. Я могу сейчас быстренько забежать, посмотреть. Сейчас посмотрим. Так. Ну там вот как бы счетчик у них стоит, когда ты обращаешься за переводом Латеха. У меня несколько раз уже была такая ситуация, когда переваливает определенное количество обращений, все.
строится обман. Так. Еще бы знать, как они называются. Так. Может, тех формул в формате тех же ссылок есть. Так. Включение его основной включение. Мгм. Так, латех у нас отключен. Значит, на что-то другое используется. Это вам домашнее задание. Подумайте завтра. Ну, это, конечно, хорошее задание. А вот у нас Да. Вайс еще. Отвечайте на вопросы Видишь, да, слушателей. то, что видишь. Вот, видимо, возможно, мы... Хотя он тоже отключен. Не знаю, так что... Я с полным не работаю, ваш вопрос не так быстро не разрешится. Не у Ильи Ивановича учился. Поэтому- Коллеги, давайте поблагодарим нас. Сашу. И если не возражаете, Александр Михайлович, ну и себе я тоже вручу. Так, Илья Иванович, смею доложить вам, наша повестка дня сегодняшней части конференции исчерпана. Вот. Ну, мнение, может быть, у нас свободный микрофон, да, начался. Ваше мнение, к сожалению, давайте завтра с утра на свежую голову. Перегруз уже все. А то уже мы все, особенно самые стойкие, практически остались, да? А завтра в 9 утра у вас на свежую голову так хорошо. Самое главное, у вас Флешку? как-то уютно. по-моему. Она осталась, да? Не так, как- Так, Здесь лучше. ну что, Завтра если вы там? завтра в университете, там, где вчера были, что? Кто не придет, можно заранее На сегодня у нас вопросы все исчерпаны. Спасибо всем за работу. Удачно вам, хорошо отдохнуть. До завтрашних 9 часов. Я вам спасибо. Я вопросы, которые я не дает. Значит, вариант другой взять. Я писала. Я несколько раз читала. Так.